Добрый день, уважаемые жители Республики Коми. Сегодня, 27 апреля, у нас лабораторно подтверждено 590 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 12 человек. Под медицинским наблюдением находится 3959 человек, что отрадно. В республике продолжает расти число выздоровевших. И сегодня их число уже составило 58 человек. К сожалению, пандемия коронавирусная наносит ущерб не только здоровью людей, но и наносит очень серьезный ущерб экономике. И в первую очередь под этот удар попадают малоимущие, люди, которые потеряли работу, матери, воспитывающие в одиночестве детей, и работники, и владельцы и малого, и среднего бизнеса, и даже крупного бизнеса. Конечно, мы, как я вам и докладывал, реагируем на это и принятием постановлений, готовим на этот ответ уже несколько пакетов. Но сегодня я провел заседание правительства и конкретно каждому министру поставил задачу в той отрасли, в которой он отвечает за свою работу, подготовить программу четкую, внятную, с экономическим обоснованием, что делать в ближайшие 3 года для того, чтобы вывести курируемую им отрасль на положительные результаты экономические в первую очередь, потому что это напрямую отразится на нашей с вами жизни. Время дал до 15 мая, договорились, что последующий формат будет в таком режиме. Министр, подготовив программу, защищает ее. Мы проводим ее через экспертное сообщество, в том числе с привлечением ведущих экспертов в экономическом блоке правительства Российской Федерации, ведущих министерств, Министерства экономического развития России, Министерства финансов России, отраслевых министерств. И после того, как эта программа получила такое одобрение, потому что самое главное ведь не просто написать программу, а дать оценку отрасли и дать анализ тому, что нужно делать в первую очередь и где брать источники. Поэтому вот по прохождению и завершению этой работы я вам тоже доложу, как мы двигаемся и какие результаты, и с какими результатами мы пойдем в 2021 год для того, чтобы вывести к 2023 году, как я уже сказал, экономику в плюсовые значения. Я очень рад сказать, что вчера, когда я вам объявил, что мы меняем формат моего доклада, и раз в неделю мы будем делать такой ответ, вечер или день ответов на ваши вопросы. Вот с вчерашнего дня, с 19 часов до 12 часов сегодняшнего дня у нас поступило очень большое количество вопросов. Их более 500. Почему я сказал, что меня это радует? Потому что вы не безразличны. А самое главное, это тогда, когда человек не безразличен, когда он любит и переживает за свою родину, за свою малую родину, за республику. И это очень важно, потому что это диалог. Для меня в этих 500 вопросах будет как раз тот базис, на котором я и увижу, что нужно делать в первую очередь, и чем нужно вам помогать, и что нужно в первую очередь делать. Поэтому мы сейчас систематизируем эти вопросы с коллегами, поскольку это, в общем, достаточно большая работа. Думаю, что за неделю мы с этим справимся, и давайте примем такое решение. Вот 3 мая, это будет воскресенье, это будет первый день, когда мы с вами встретимся уже не на 5-7 минут, как сегодня или там вчера, а встретимся минут на 40. И в режиме вопрос-ответ я постараюсь какую-то часть вопросов ответить. И буду так делать это, как я и говорил, еженедельно по воскресеньям. На сегодня вся у меня информация. Снова напоминаю о том, что режим самоизоляции – это одна из самых действенных мер борьбы с коронавирусом. Всего вам самого доброго, не болейте. До завтра.